همچون مردی بود که برای توجیکو گپ میزد. از غلامی برآوردن ملت تاجیک این وظیفه اولی درجه من بود. Мне политика в данный момент она вообще никак не интересна. Я просто хочу объединить свой народ. این کس شهاب‌الدین پسری کرامت شریپов. برای آبادی تاجیکستان، برای ناموس امروزه تاجیک. باید ما اصلا مونا اومده گفتیم همون ما رو بدید چی میگفتن؟ روشن جمشید میگفتن. Это больная тема, Раушан Джамшут, если честно. Да. Они должны быть наказаны, и они должны быть стать перед судом. Подожди, Шахабудин, стоп, подожди меня. Дай, пожалуйста, у меня футболка есть от Touch Sport Team. Человек, который служил в российской армии, он участвовал в боевых действиях от имени Российской Федерации. Как его могли лишить гражданства России? Сейчас есть Макрон для мусульман. Вот эти люди, которые так сделали, они для меня такие же, как этот Макрон. از یک منطقه توجیکستان بچه‌ها میبیان با سرشون با سر دو دروش دوله میبندن شهر توجیکای خودمون مردکی توجیک زنک توجیک کار میفرمونن Да, سومشا نمیتیه да. شما میخواهید بهترین تلفن ها را با صفت اعلا و نرخ دسترس خریداری کنید. من با شما سامانه alabum.com را توصیه میدهم. شما تنها پول تلفن را میدهید و برده رسانیدنش به همه شهر و ولایت های روسیه بپول است و حتی با تاجیکستان نیز تلفن های شما را بپول برده میرسانند. صفت عالی و نرخ دسترس در alabum.com. ассалому алейкум дӯстони азиз бародаро ёдоварӣ аз шермарди тоҷик каромат шарипов ин кас шаҳобиддин писари шодравон барои муҳоҷирони тоҷик ҳамчун қаҳрамон буд каромат шарипов. من از پس پرده گپ نمیزنم. من در روی انسان گپ زدم گپ بزنم. من با گپ میزنم که از غلامی برآوردن ملت تاجیک این وظیفه اولی درجه من بود. میلیون تاجیکا من دیدم در اینترنت این دیدن که بعد از رفتن کرامت آنها به مقصد رسیدن. چه برادر جان سلامتی زندگی Ама хубая, кор рафтеста. камтар нақл кун ту бо чӣ кор бор машғули дар инҷо дар ин утоқ? Цель организации является объединение народа. таҷикского народа. Да, таджикского народа. Чтобы, знаешь, такое есть в христианстве и в исламе понятие, кто такой настоящий мужчина, чтобы каждый таджик мужского рода был подражателем такой натуры. Тебе удобно говорить на таджикском или на русском? Ну, свою мысль мне лучше на русском говорить. На русском, да? Почему? Да. Потому что ты родился, вырос здесь. Не, я родился в Таджикистане, вырос здесь, в садик ходил в России, учился в России, отслужил в России. Расскажи немножко об отце. Какой он был человек в семье, не в работе, а в семье, какой он был человек? Карамат Шарипов. Он никогда не менялся. Какой его видели люди, таким он был и дома. Когда он вообще начинал свою деятельность, мы были маленькими детьми, он мог и днями не приходить как бы домой. Например, ему позвонит его земля, говорит, вот здесь ущемляют, там раньше же больше бардака же было, потому что были рынки, которые там черкизовский рынок, он вообще не подконтрольный был. А его отношения именно со мной, они были не как отец с сыном, а как друг. Он всегда со мной советовался, я с ним советовался. Он как бы не смотрел на возраст, что он намного меня старше. Были ли какие-то такие моменты, что он с тобой советовался и прям прислушался твоего мнения? Прислушивался он, наверное, мое мнение начал, когда я уже подрос. Наверное, после армии. Это лет 8 назад, наверное, было. А сколько лет тебе сейчас? 27. 27. Да. А ты хочешь идти по стопам отца? Но я хочу вообще другое направление взять. Мне политика в данный момент, она вообще никак не интересна. И я просто хочу объединить свой народ. Я хочу, чтобы они ценили то, что есть здесь, на территории России. Чтобы они помогали друг другу. Ну да и чего, а? Чтобы имя, понимаешь, привести тебе, например, пример. Вот мы только открылись, да, получается. У нас пришли два парня, и их депортировали. Надо до них же донести законы, которые имеют привилегию к мигранту, правильно? Когда их депортировали, их заставили, например, подписать постановление о самостоятельном выдворении. Если они подписывают, они автоматом признают свою вину. Понимаешь? А они не должны были этого делать. Поэтому нужно вот такие мелочи доносить до народа, чтобы они знали. У меня вопрос такой возникает. Я знаю, что твой отец, он служил в 201-й дивизии в Таджикистане, он был военным человеком. Он много где служил. Он в Казахстане служил, он в Германии служил.
Когда президент России служил в Германии, мой отец в это время тоже служил в Германии. Просто направления были разные. А в каких-нибудь горячих точках он был? Но он ветеран боевых действий. Официально, как бы, я на тот момент, наверное, еще не родился, чтобы он, ну, как достоверно тебе сказать. Но по документам он ветеран боевых действий. Он замполит танковой дивизии был в Смоленской области, недалеко от города Ельня. Мы вообще там выросли. Это был военный городок. В 2006 мы переехали в Москву. А сколько у вас в семье вообще? 4. Мальчик, девочка, мальчик, девочка. Ты с какой? Старший, младший? Я Кенджаги. Кенджаги самый младший, да? Да. Медунисим ки хамчун марди буд ки барои тоҷико гап мезад. мо бо гуфта истодем ки мо барои миллат, барои ободии Тоҷикистон, барои номуси имрӯзаи тоҷик, барои пешравое ки пеш аз ин солҳо асрҳо гузашт. Бояди ма асла мо нам омодагӣ дидем, ҳама моро медонӣ чӣ мегуфтанд? Равшану Ҷумшуд мегуфтанд. Даже профессорои мактаб, ма мактаби олида хонагим, профессор дар аудиторияи калон 100 кас иштага место тоҷик некачественно кор мекардам, тоҷико мегуфтанд, дасташ хат нишон медоданд. Дуликов фамилия профессор был. На всю аудиторию профессор вот так вот нас принижал, понимаешь? И, наверное, твой отец был единственным человеком, который вот реально во весь голос сказал, что кто такие мы таджики. Этого требует председатель общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Они должны быть наказаны, и они должны быть стать перед судом Российской Федерации. Они снимали мы про таджиков. Еще раз вам говорю. А вы что мне? Ну что вы мне? Остальные все дураки, получается? Это больная тема, Равшан Джамшуд, если честно. Да. Потому что, например, когда я был на первом курсе, был такой предмет теории государства и права на юриспруденции. И мой преподаватель был таким же, как у тебя. Не повезло нам с тобой. Да. Ну, как бы я с ним мог нормально разговаривать. Просто там были, например, наши земляки, которые по квоте пришли учиться, и им тяжело это все давалось. Ну, вот. И как бы, грубо говоря, говорят на сленге, они это все кушали, то, что им говорили. Но это больная тема, и обидно то, что со стороны нашей, как бы, исторической родины никто, как бы, не применял никаких мер. Грубо говоря, простой мужик взял, подал на них в суд, и как бы все это решилось в пользу нашего народа. И вообще, что сподвигло твоего отца именно заниматься этим человеком, который был офицером? Но он ушел на пенсию в 99-м, по-моему, или 2000-м. Сколько ему лет было? Когда он начал это делать? Подожди, Шалбидин, стоп, подожди, у меня есть такая идея. Дай, пожалуйста, у меня футболка есть от Touch Sport Team. Таджикская спортивная команда, называется она Touch Sport Team. Я буду очень рад, если ты его оденешь, пока мы камеру выключим. В кабарду. Так нормально или еще? Так нормально? Да, нормально. Я не толстый? Вообще цель моя заключается в том, чтобы где бы мы ни находились, частичка Таджикистана, она должна быть рядом с нами. Конечно, у меня на заднем лобовой герб Таджикистана. Машалла. Это герб, на котором крылатый лев нарисован. Машалла. Это еще 90 какого года было? 91-й, по-моему. 1 год он был. 1 год он существовал. Потом пахта появилась. Да, вернемся к этому вопросу. Расскажи, как отец от военного человека перешел в такую деятельность, как правозащитник таджикских трудовых мигрантов? Ну, потому что первое это его образование. Он замполит. Он закончил военную, юридическую, политическую академию. Этим, наверное, все сказано. Нет, была ли какая-то ситуация, сподвигла твоего отца, допустим, он увидел, что его народ тут без саду, без сумуни, я гом касни таким сурикам халка, какие исгарден, исгарет халка Йордамтия. Ну, мы как-то разговаривали давно, знаешь, там просто мельком. Так. Он один раз сказал то, что раньше наркотрафик был очень большой со стороны Таджикистана. И каждый таджик, он тогда, ему не говорили, он гастарбайтер или джамшут или кто. Говорили, грубо говоря, то, что он барыга. Ему это обидно становилось. Он же тоже таджик. بسیاری در تاجیکستان هم هستن که این تاجیک است. من در حقیقت تاجیکم. آنها گفتن که تاجیک است. من گناهگار نیستم که من پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله. این شخصی که این دنیایی هست که به ما گفت که این است بزرگی شما. من از این راه نرآمدم.
و دیگری به من پیغمبرش دادن نمیتونن. Это тоже, например, один из факторов, который его привел сюда. Он еще сам красноречив. Но его место как бы никто не может занять. Копия всегда хуже оригинала, это надо понимать. Но мы можем чего-то достичь, чего он хотел. Хотя бы частичку. Сколько тебе лет было, когда ты уже был рядом с ним, постоянно в офисе помогал ему? 21, наверное. Я с ним всегда и не в офисе, и всегда был. Именно ты? Да, 24. Твои 3 сестер и братьев старших? Нет. Почему? Они чем занимаются? Они своей жизнью живут, у них дети, семьи, кто-то работает. Сестра в Таджикистане живет, младшая здесь живет. У нее муж там, они все, у них семьи есть. У меня тоже семья. У меня мальчик и девочка. Но мы приходили к этому разговору, то, что он хотел, чтобы я открыл здесь организацию от его имени, чтобы здесь помогать, например, гражданам. Я отказывался. Потому что я говорю, ты же живой, зачем? Ты же сейчас суд выиграешь и прилетишь, как бы правильно. И вот так все случилось, но получилось наоборот. У него проблемы были с сердцем. Как давно? Вот за последний год. Когда он 28 года был в Таджикистане, за последний год у него проблемы были с сердцем. Его должны были оперировать. Но это, знаешь, я бы не сказал, что это серьезная какая-то проблема. По мнению врачей. Просто наступил карантин, он должен был дождаться иранских врачей, которые его бы оперировали. Он не хотел просто, чтобы, например, в той стране его оперировали те люди, которые могут ему навредить. Но он опасался за свою жизнь. охирон боре ки ту бо падари худ бо Каромат Шарипов ҳамсӯҳбат шудӣ чанд рӯз пеш чанд соат? В тот день, 8 числа, он мне сказал, чтобы я купил номер телефона, вот эти продукты, которые он хотел же раздать людям нуждающимся. Да. Это должно быть и в Таджикистане, и в России. В Москве, например, этим бы я занимался. Вот. И мы где-то в 12 часов поговорили, я ему номер скинул, вечером попереписывались чуть-чуть. Ну так он был радостный, счастливый там, потому что грандиозное дело он бы сделал. И ночью уже сообщили то, что как бы его не стало перед утренним намазом. И его двоюродный брат, мой дядя. Человек, который служил в российской армии, он участвовал в боевых действиях от имени Российской Федерации. Как его могли лишить гражданства России? Как так вообще может быть? Я не могу понять. Ну, например, мой отец первый человек в истории в России, кто выиграл 3 уголовных дела от себя. Первая статья это был экстремизм. Вторая статья это был рейдерский захват рынка Садовод. Третья статья это была хулиганка. И он единственный человек. Даже прокурор удивлялся, как он мог это выиграть. Потому что не было ничего. Как бы есть колл-центр, да, на него позвонили, обратились. Он приехал. Вот последняя история, это, я не знаю, как зовут этого мальчика, которого избили. Мы приехали туда, и в итоге его дядя звонил, там полдня он звонил, плакал в телефон, чтобы связаться с отцом, чтобы он приехал, как бы отстаивал права его племянника, которого избили на рынке. Но в итоге мы приехали, и этому мальчику, как мне сказали, дали 100 тысяч рублей, купили билет, отправили домой. Он же должен был показания давать, он уже не дал. Обидно то, что это мой земляк, и он вот так поступил, понимаешь? Если бы он так не поступил, тысячи граждан, например, Таджикистана могли бы, например, какую-то помощь забрать после этого от организации отцовской. Грубо говоря, вот этот мальчик и его семья, особенно вот этот его дядя, да, потому что я же был там, вот как сейчас есть Макрон для мусульман, вот эти люди, которые так сделали, они для меня такие же, как этот Макрон. А ты знаешь их, каждого? Нет. Да зачем это знать? Я же на них зла не могу держать, правильно? Что я с ними сделаю? Это на их совести. Твоя организация, расскажи о ней немного. Что она из себя представляет, эта организация? Ее название это «Все вместе». Это ее основная цель – это объединить народ. Твоя организация называется «Все вместе». Да. Я являюсь одним из учредителей этой организации. Объединить не в плане там каких-то
репрессии, понимаешь? Или какого-то вреда там определенному месту. Да. А объединить, чтобы они друг другу помогали. Если народ объединить, в этом очень много плюсов. Например, меньше криминала, понимаешь? В основном таджика обижает таджик, правильно? Увы, да. Чтобы, Ну, вот, да, чтобы вот этих моментов не было, понимаешь? Хотя бы. Да. Потому что когда у меня, например, отец был здесь, он когда ему звонили с правоохранительных органов, он уже сотрудничал с ними на протяжении многих лет. У него очень много перед ними заслуг, он очень много информации им давал, которые, грубо говоря, защищали интересы даже России. Потому что тогда был распространен вот этот ИГИЛ, вот это все. Понимаешь? Ами ту теси моменти ки мисоли гап ана хотя бы точка дигари моқати дуст бошем, ма дар вақти карантин бисёр дӯстову рафиқои нағз пайдо кардам барои худам. Яке аз рафиқом бачаҳое буданд ки хайр мекарданд, дар бозор савдогар буданд. Яъне ки ҳам корашонам нағз буд ва мошиншонам калонтарак буд, минивен буд. Меомадем мошин пур мекардем, мисоли мошини майда агар 10 оилада ҷо шавад, мошини майда 70 оилада ҷо мешуда, мисоли продукта. Аз як минтақаи Тоҷикистон бачаҳо мебиёнд ба саршон, ба сари додарош, ба сари акаош, дола мебанданд шаҳр. Тоҷикои худ мо. Это распространенное. Бародар, ма ҳозир бизнес дорум, тоҷикои худмонам омаданд мана доля басистем. Это знаешь, как можно решить? Это можно решить оглаской. Если решать в правовой форме, это можно решить только оглаской. То есть, когда есть у нас есть какое-то общество, да, грубо говоря, в какой-то определенной группе, да, мы делаем из нее новостную ленту. Вот ты как пришел, говоришь, вот меня вот хотят вот так, правильно? Я вызываю, например, организация позвонит ему, поговорит с ним, вызовет его сюда. И все, вот этот материал мы выставим, чтобы народ знал этого человека на лицо. От этого он уже прекратит свои вот такие вещи делать. Понимаешь? Харом хриша. Да, харом хриша. И все, он станет нормальным, чистым парнем. Например, была женщина, позвонила, говорит, мой же земляк, получается, наш же земляк, устроил ее на работу, но в итоге он так со всеми делает, но деньги не платит. Но он ей должен как бы незначительную сумму. Это 5000 рублей. Она говорит, может, вы не будете за это браться. А почему мы не будем браться, если мы можем его позвать, с ним сесть, сказать ему все в лицо, чтобы он так с другими уже не поступал, понимаешь? Мардаки тоҷик, занаки тоҷика кор мефармонанд, Да. сумша наметиҳад. Да. И ей было стыдно говорить об этом, так как она думала, то, что сумма маленькая, понимаешь, типа я заинтересован в какой-то сумме. Человек, который отвечает на звонки в нашей организации, он ей дал как бы понять, как бы нам на это вообще без разницы. Мы же не заберем у нее эти деньги, правильно? Мы просто решим это, чтобы другой человек от этого не пострадал, все. Какие сейчас существуют темы, которые бы ты сейчас мог бы донести до наших соотечественников? Ну, в какой сфере смотря? Именно вот правовой. В правовой, пускай зайдут в интернет, посмотрят статьи, которые для них выгодны. И он едет на работу, грубо говоря, у него есть промежуток определенного времени. Пускай там в метро почитает это. Это ему пригодится. Незнание закона не освобождает от ответственности. Он не знает, поэтому он будет страдать. Один из самых таких распространенных уже в 3-й, в 4-й раз я сталкиваюсь, я сам это вижу своими глазами, наших земляков избивают люди, ну, так скажем, граждане России. Как с этим бороться? Но мы еще даже когда не открылись, мне многие, например, люди звонили, которые обращались по таким вопросам. Но я не общественник какой-то, чтобы решать такие проблемы. И на это есть какие-то там, в данный момент же есть какие-то организации правозащитные. Вот они должны этот момент как бы это все регулировать. Но они не регулируют. Но я могу сказать так, что когда мой отец здесь работал, таких инцидентов не было. Их вообще никак не было. Их вообще не было? Не было. Или может было, и огласки не было большой? Если даже было, но не такие значительные, как чтобы тебя порезали как свинью. Понимаешь? Или, например, какая-то бытовая ситуация была, это да. Но чтобы прям вот так, чтобы к тебе пришли, поставили тебя на деньги, и чтобы тебя порезали как свинью, таких моментов не было. Потому что каждый народ, он знал, потому что были определенные съезды, они друг друга знали, понимаешь? Они внутри уже очага это все уже решали. ма фикр мекунем мо тоҷико агар ҳама якҷо бошем, ҳамин кор ҳатто воқеа, ҳамин воқеаҳо даже ба вуҷуд намеоянд, агар мо якҷо бошем.
Да, цель объединения в плане благого, понимаешь, народу. Благого народу, благого той стране, в которой мы находимся. Если такое объединение, то да. А если в плохом смысле, как бы я против такого. Шаубидин, скажи, пожалуйста, а какие-нибудь культурно-правовые занятия, деятельность, мероприятия вообще планируете организовать? Да, планируем. Но это, наверное, после пандемии все будет, потому что кабинет не позволит этого. Нам надо побольше кабинет. Мы бы хотели сделать класс юридической подготовки. А что она из себя представляет? Ну, мы позовем юриста, посадим людей, и он им будет объяснять, с каким они ему скажут, с какими проблемами они сталкиваются. Да? От этого и речь они будут тренировать свою, потому что юрист у нас будет, ну, не таджик, не наш земляк. И он им будет помогать. И определенные законы, которые в основном это депортация, вот такие ущемления, понимаешь? И он им будет объяснять, доводить до них, что можно, что нельзя. И от этого им будет выгоднее и польза какая-то. Это все как бы будет бесплатно. А ты как думаешь, нашим землякам это будет выдаваться бесплатно или или как это будет? Это, конечно, бесплатно. Да. Они это поймут, если это будет русский человек им преподавать, мне кажется, будет немножко сложно. Потому что почему сложно? Они живут в России, правильно? Не учитывая то, что... А почему сейчас наши мучаются здесь? Потому что они знают русского языка. Чаще всего. Так мы их научим. Вот тот класс, который придет, например, да, к нам, он их научит, он будет с ними на русском, они будут вынуждены, если им это интересно. Если им это не интересно, он как бы придет один раз, а второй раз мы его больше не увидим. Понимаешь? Может, для него это, он скажет, мне надо, это не нужно. А есть люди, которым, например, это нужно. Есть люди, которые живут, например, в Москве, а работают в закрытых городах в области. Закрытый город, это уже, ну, ты сам понимаешь, там вот эти Балашиха, вот это все, где заводы там космические. Есть определенные законы, которые они должны знать. Почему они могут, например, пересекать эту границу. А так они не знают, они приходят, их останавливают, и все. А вообще к тебе сюда сходить, в свой офис, это реально вообще? Любой человек может прийти и зайти сюда? Конечно. Да? Тогда адрес оставим, да? Да. Твой адрес, твой номер телефона. Да. Сейчас самый такой насущный вопрос, который интересует наших земляков. Когда примерно дороги откроются, когда нормальный рейс? На такие вопросы я не могу отвечать, я не знаю. Я не политик, я не работаю в дипкорпусе. Это все вопросы к посольству. Но мы видим то, что там посольство творится, поэтому... А что творится? Ничего не творится, поэтому... Что может твориться? 2 человека сидят там на улице. Но сейчас холодно, наверное, уже внутри они сидят. И принимают людей. И все. Понимаю, да. Ну, понимаешь, нету доверия у граждан там, когда они туда приходят. Потому что они говорят, через неделю откроется, через 2 недели откроется. Но в итоге ничего не откроется. Да. Да по факту говорить, ребята, ничего не откроется, смиритесь и все. Потерпите, но это ничего страшного. Во время пандемии наши земляки были сплоченны. Да, они показали себя очень хорошо. Но так и надо показывать не только в таких суровых ситуациях, а круглосуточно. Я помню, И в хороших моментах, и в плохих. Я помню, был во время пандемии, когда я тоже раздавал продукты, я тоже сталкивался со многими ситуациями, но вот уход отца на самом деле это был таким, знаешь... Это был толчок для них. Шок был на самом деле. Это был шок от того, что он должен был сделать хайр. Он как бы не смог его сделать, но уже за него сделали люди, которые как патриоты. Даже один раз мы тоже продукты раздавали около 150 семьям. И именно это мероприятие, один из мероприятий мы посвятили памяти твоего отца. Это видео есть у нас в YouTube-канале, там очень много тысяч просмотров. Макарон 5 кило, 5 кило шакар, 5 кило гречка. Бахшта ба аврохи Каромат Шарипов аст. Рахмати кая. ами хайли ки Каромат Шарипов рахмати кардагия дар ҳақаш дуо мекунам. Дили мо муҳоҷирот дида, мо дар Москва азоб кашидагием, дар дили мо мондагия. Но вот когда отец ушел, мы все равно продолжили, мы раздали тоже. Да, я знаю, мне рассказали. Мы все раздали, как бы больно, да, утрата, все, но как бы надо делать то, что начал. Все, что надо делать, все, что начал, надо закончить. Да, абсолютно согласен с тобой. Шабди, очень приятно с тобой познакомиться. Я желаю удачи в твоей организации. И, естественно, мы объединимся вокруг него. Хамчун тоджик, мам, да, баритьем, я вам хизмачу, тайрам кибем, да, барат больше.
шумо мехоҳед беҳтарин телефонҳоро ба сифати аъло ва нархи дастрас харидорӣ кунед, ман ба шумо сомонаи alabum.com-ро тавсия медиҳам. Шумо танҳо пули телефонро медиҳед ва бурда расониданаш ба ҳама шаҳру вилоятҳои Россия бепул аст ва ҳатто ба Тоҷикистон низ телефонҳои шуморо бепул бурда мерасонад. Сифати олӣ ва нархи дастрас дар alabum.com.